С нового года в Коми перейдут на систему электронных рецептов. Сейчас программу интегрируют в действующую единую цифровую платформу. Вопросы лекарственного обеспечения обсудили сегодня на заседании регионального Кабмина. Говорили и о дорожной кампании этого года. Виктория Палкина. Подробнее. Знаки расставлены, тяжелая техника на месте. Сегодня в 5 утра стартовал ремонт в центре Сыктывкара. Километр 200 метров. Улица Коммунистическая – самый объемный участок, который приведут в нормативное состояние этим летом в столице республики. Сотрудники Коми дорожной компании перебросили сюда основные силы. Ранее уже успели завершить 2 объекта. Один региональной части – это автодорога Нюфчум-Яснык. Работы завершены в июне месяце. И также на 30 число июля месяца закончили работы по улице Ломоносова. Это в поселке Краснозатонский, выполнен в полном объеме. Ход дорожной кампании обсудили на заседании регионального правительства. Только по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Коми будет отремонтировано более 51 километра. Ведутся работы и в рамках инфраструктурных кредитов. Обновления ждут 2 крупных объекта в Сыктывкаре. Поселок Верхничев. В 2 этапа мы его реализуем. Первый этап завершаем в этом году. Следующий, второй этап мы будем реализовывать в 2025 году. Завершение проекта будет тоже в 2025 году. И второй у нас крупный проект – это реконструкция моста через реку Сысола. Это Краснозатонский так называемый мост у нас. Тоже в 2 этапа. В этом году у нас есть подрядчик. Соответственно, 5 августа мы заключаем контракт. С 24 по 25 мы реализуем первый этап, а с 26 мы завершаем реализацию этого проекта. Школьные маршруты – отдельный разговор на заседании регионального Кабмина. В 24-м в Коми отремонтируют 20 километров на тех дорогах, по которым проходят школьные маршруты. Общая стоимость работ – 369 миллионов рублей. Для многих муниципалитетов это хорошая возможность закрыть самые проблемные точки и избежать предписаний со стороны контролирующих органов. К примеру, в Удровском районе только в 2023-м восстановили больше 10 километров дорог по 4 направлениям. Много дыр очень было, очень ям. И когда финансирование у нас, дорожный фонд у нас составляет около 3 миллионов в муниципальном образовании, и этого не хватало. Конечно, мы делали ямочный ремонт, но потом получалось, что на следующий год уже все равно приходили в негодность. А сейчас вот то, что было выделено именно финансирование по школьным маршрутам, нас это очень выручило. Для таких отдаленных территорий, как тот же Удровский район, сложно найти подрядчиков. Ехать далеко на ремонт школьных маршрутов, где порой объемы не превышают и 2 десятков километров, частные компании просто не хотят, нерентабельно. А потому стоит поддержать своих дорожников, разработать механизм покупки новой техники. Такое поручение дали профильным ведомствам на этом заседании правительства республики. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган.